Абхазия — это аналог бытия человечества. Поэтому вот Искандер, он нужен сегодня и России, нужен миру всему, нужен, естественно, Абхазии. Он всегда актуален, и тем более в такие сложные времена, как у нас сейчас, по-моему, есть хороший повод поговорить о его творчестве, о его мыслях. Добрый вечер. Об Фазиле Абдуловиче и о времени, в котором мы стоим, о государстве, о совести мы сегодня поговорим. В гостях у нас будет депутат парламента Ахра Бжаня, и вот мы троем сегодня попытаемся поговорить об этих темах. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы подготовили ролик о награждении, чтобы как-то сразу в тему окунуться, поэтому прошу смотреть. Такой радостный, волнительный. Фазиль Абдулович Искандер – один из патриархов отечественной литературы, создавший уникальный художественный мир. В его книгах яркие фольклорные краски Кавказа гармонично сочетаются с традициями великой русской прозы, а безупречное чувство слова является образцом бережного и неравнодушного отношения к русскому языку. Сандро из Чегема, кролики и удавы, человек и его окрестности, созвездие Козлатура, стоянка человека. Его романы, стихотворения, повести давно признаны классикой, а имя писателя обрело известность далеко за пределами нашей страны. Произведения Фазиля Абдуловича, переведенные на десятки языков, стали достоянием не только российской, но и мировой культуры. Я вчера в прямом эфире смотрел эту трансляцию, и я думаю, не только у меня, но и у многих-многих наших граждан вот в эту минуту, наверное, вот такая была гордость, да, может, наверняка у многих и слезы потекли из глаз, и в эту минуту мы исключительно забыли, наверное, о всех этих проблемах, которые существуют в стране, не только в стране, там где-то еще там рядом, по соседству, в семье и так далее. И каждый думал, наверное, вот о каких-то таких возвышенных вещах. И это была такая вот теплота, которая мы смотрели на нашего патриарха, который, может быть, сейчас один из немногих, который нас полностью объединяет. Вот всех абхазов, и не только всех абхазов, всех людей, которые вот считают себя как бы людьми, которые хотят, чтобы и было нормальное государство, и общество нормальное, и все у нас как бы развивалось в соответствии там с совестью и так далее. Это не только вот наш позыв, наше желание, там чисто абхазское, такое же желание у обычного человека, и там из российской глубинки или где-нибудь там, я не знаю, где-нибудь в Турции проживающего. Но вот эти ценности, которые Фазиль Абдулович нес всю свою жизнь, они вот как бы оказались заметны. И мы очень горды этим. И я бы, наверное, все-таки, начал бы, может быть, процитировал бы нашего классика, и потом уже как бы перешел бы к Ахре. Здесь это Фазиля Абдуловича цитата: «Базисом человека и человеческого общества является совесть, а экономика – одна из важнейших надстроек. При этом экономика может хорошо работать при более или менее здоровом состоянии базиса, совести человека. Экономика без базиса совести – это зверинец с открытыми клетками», что мы видим сегодня у нас. Вот, Ахра, вот отталкиваясь вот вообще от этой цитаты, наверное, можно было бы как бы начать вот вообще о государстве, о взгляде вот
Искандера, об Искандере, о государстве. Вот твой какой-то ассоциативный ряд, наверное, он как бы здесь возникает, так или иначе. Оно у каждого есть, конечно. Да. Да, я вернусь к этой цитате, действительно она такая важная. Я хотел бы вспомнить такую фразу Искандера. Один раз я присутствовал на его лекции в Институте литературы. Тогда там еще учились наши друзья Алхас Аргун и Аслан Зантария. Да. И там он такую мысль высказал. Я первый там это услышал, что бывает философия и литература бездомия, а бывает литература дома. То есть чего-то такого консолидирующего, призывающего к согласию, к взаимопониманию, вот к домашнему очагу, в общем смысле этого слова, не в каком-то доме, а вот в пределах народа, и, может быть, даже шире. И мне кажется, что литература Искандера, и это не просто литература, это философия, это какой-то совершенно особый взгляд на мир, на те процессы, которые происходили, наверное, будут происходить. Это что-то такое очень-очень объединяющее, призывающее к согласию, к движению вперед, но не консервативное. Это очень такая, вся его литература, всего мировоззрения проникнута каким-то вот устремленностью вперед, движением, желанием что-то изменить, сделать лучше, сделать мир добрее. Вообще, мне кажется, что я, может, отвлекаюсь от какого-то сценария, но... У нас нет в реальности какого-то сценария. Да, на самом деле мне очень приятно говорить на эту тему. Я очень вам благодарен, что вы меня пригласили именно вот в связи с таким событием. И мне хочется сказать, что Искандер, по-моему, это особо писатель, по-моему, которого обязательно надо читать в юности и в молодости. Потому что, по-моему, он очень четко, очень просто и так коротко формирует мировоззрение человека. Он создал литературу правил, хороших правил. Вот правила Фазиля Искандера, если бы у него взяли такое интервью в Esquire, например, да, я думаю, там были великолепные и очень короткие правила. Вот посмотрите, мы фактически все выросли, вот наше поколение, люди, которые читали и зачитывались Искандером, на цитатах Искандера. Например, я не знаю, стреляй еще, если думаешь, меня одной пулей убить, например, да, или там при таком характере могла быть покрасивее, и самое главное, время, в котором стоим, и может быть очень актуально во все времена, что их гипноз, наш страх и так далее. Я это говорю к тому, что Фазиль сумел в очень такой вот сжатой форме какие-то очень сложные мировоззренческие идеи вот уместить в такие короткие фразы и дал нам фактически правила в этой жизни. Я вот хотел немного, может быть, не то что провокационную нотку внести, но, может быть, чтобы мы могли порассуждать. У него слишком идеальный, слишком вот патриархальный, традиционный подход к жизни, ко многим вещам, которые в жизни складываются. Ну, насколько в этом жестоком и вообще трудном мире это тебя делает более сильным или, наоборот, ослабляет? Потому что мир полон жестокости, подлости и так далее, и так далее. Я бы не сказал так. Мне кажется, Фазиль вместе с Маркесом смогли реализовать одну очень простую мысль, идею, донести ее до всего мира, что все многообразие мира, все хитросплетения, сложности могут уместиться в одной деревне. Он показал универсализм, универсальность этого мира. А универсальность мира не может быть какая-то вот там слишком патриархальная, она всегда многообразная. Вавилончик у него в Сухумском дворике поместился, библейское тоже. Он дал нам понять, и дал понять всем, что даже в небольшой культуре заложены все архетипы всей мировой культуры. Я им бесконечно благодарен тем, что он дал нам возможность гордиться собственной культурой, почувствовать себя частью мира, достойной частью мира. Он дал нам почувствовать, что мы интересны. И действительно так оно есть на самом деле. Позже, когда мы общались со своими ровесниками из разных стран мира, мы это чувствовали. И, возможно, первый толчок к этому осмыслению собственного
такого культурного достоинства дал нам Искандер. Но он, кроме всего, еще и я как-то тоже такой мыслью, я очень давно им занимаюсь, там фильмы снимаю, да, и пишу. Да, спасибо. Я еще считаю, что он в некотором роде наша охранная грамота, потому что даже как-то сегодня тоже пересматривал наброски там, сценарий, который раньше писал, он не вошел, но я думаю, нельзя было нам в войне проиграть, то есть погибнуть, исчезнуть, потому что они сразу убили бы целый мир литературный. Да, вот в этом контексте, наверное, можно вернуться вот к той первой цитате, которую Мел зачитал. Там говорится про совесть и экономику, да. В принципе, ведь все, что писал Фазиль, его из области каких-то личных отношений и моральных, этических отношений можно совершенно вот прямо интерполировать на общество, на какие-то социальные вопросы. Может, даже более широко, если действительно, посмотреть. вот если рассмотреть эту фразу в нашем сегодняшнем социальном контексте, да, ну что такое совесть? Конечно, можно рассмотреть как личное ограничение во имя общих благ, а можно и по-другому, как общественный договор, например. Если мы будем стремиться к тому, чтобы выдвигать достойных, если мы будем стремиться к тому, что защищать Родину, жить по чести и достоинству, если мы будем соблюдать эти правила и есть вот та совесть, о которой говорит Искандер. И если мы их будем соблюдать, эти простые правила, я думаю, нам гораздо легче будет установить вообще справедливое общество, бороться с коррупцией, развивать его. У нас эта цитата не только такой узкий смысл имеет. Я вот еще даже посмотрел бы, может быть, если хотите, порассуждаем насчет того, что Абхазия все-таки она из патриархальной и такого уклада вдруг вывалилась через социализм такой, вдруг такой капитализм. То есть вот это тоже есть вот это столкновение от разных этических норм, ценностных каких-то. Эта цитата, она написана уже там 2 десятилетия назад, и, собственно говоря, она посвящена не только Абхазии, она посвящена вообще универсально там, для России, для всех, наверное, государств, которые там пытаются сделать там, построить нормальное демократическое государство. В принципе, когда Фазиль Абдулович говорит о совести и государстве, то, наверное, о совести, там, о базисе, как о базисном понятии, и потом рассуждает об экономике, он, наверное, мне кажется, вот я вот иногда думаю, какая должна быть экономика, да, вот как должен верстаться абхазский, любой бюджет, там, в том числе и абхазский. Бюджет русская или вообще в общем экономика, модель экономическая? Вообще и модель экономическая, и как должны, наверное, тратиться деньги. Вот мне кажется иногда, вот как в семье, да, вот расписывают, да, вот семья там зарабатывает условно там 10 тысяч рублей в месяц, и она должна на эти деньги там детей в школу отправить, должны там вещи, да, вот как-то распланировать. Да, или там вот они собрали там урожай какой-то, мандарин, да, и вот они планируют его вот продать, там, да, цена мандарин там 10 рублей условно, да, и они обязательно хотят там продать действительно там за 10 рублей, если получится, но никак там, допустим, за рубль продать. И потому что их весь бюджет будет трещать. Вот иногда, но государство мне иногда кажется, вот как бы вот в нынешней форме, то есть если вот исходить из этого семейного бюджета, она делает ровно наоборот. То есть те чиновники, которые представляют государство, они делают ровно наоборот. То есть за примерами далеко не ходить не надо. Вот сейчас недавно там в социальных сетях очень бурно обсуждалась ситуация, как один из глав бывших администраций там 2 года назад ему купил государство там Lexus или что там, дорогой внедорожник там за 750 тысяч, и потом вроде бы сейчас ему как бы по остаточной стоимости там за 160 тысяч. То есть, явно понятно, что это машина, которая сейчас не стоит 160 тысяч, она стоит намного больше, но вот государство как бы, вот я думаю, в родной семье он, наверное, если продал бы свою родную машину... Сейчас апеллируешь к законам, каким-то... Нет, я апеллирую к совести, как должно быть. Я хочу, чтобы, наверное, все мы хотим, чтобы чиновник
вел себя, будучи как бы менеджером, да, вот его народ вот как-то назначил, да, там. Делегировал да, какие-то полномочия, и мы хотим, чтобы он вел вот так же себя вот по-хозяйски, вот как будто бы вот это его родная семья. Но почему-то у нас все вот как-то совершенно наоборот происходит, и, наверное, вот здесь как раз и есть базис, где базис совести, а где надстройка, вот экономика. Вот это, и когда вот этот базис размывается, эта экономика, она просто вот становится вот как бы... Дети вот, начинают плохо учиться, жена плохо готовить и так далее, и так далее. Ну, кстати, Искандер тоже об этом неоднократно говорит, там даже вот, помните, по поводу чиновничества, о том, что оно вот с чувством собственного превосходства и совершенной безнаказанности, там как бы сверху посмеивается, подхихикивает. Это не в одном произведении он говорит, как бы, да, ну а что это такое на самом деле, что это за явление? Ну это коррупция. Понимаете, коррупция это не когда вам 100 рублей не додали в сдаче. Это не в этом дело коррупция. Коррупция это как в этом слое коррупция. Это что-то поврежденное, нарушенное. Вот нарушенное именно вот это вот сознание. Когда нарушенная совесть. Нарушенная совесть, нарушенное сознание и представление о достоинстве, справедливости и допустимости через вот это неравное развитие, когда я имею право, возможности совершенно незаконно на что-то, ограничивая своих сограждан в другом. И вот это является коррупцией. И она разрушает вообще основу государства больше всего. Ведь здесь очень простой принцип работает. Такая схема, она никогда не бывает эффективная, то есть она никогда не бывает рентабельная. Вы не можете создать эффективный механизм, если вы подходите несправедливо. Если люди чувствуют, что их вклад в общее дело незаслуженно принижен. То есть рано или поздно это, естественно, выливается в какой-то социальный взрыв. Поэтому вот такая форма вот общественных отношений, когда в основу заложено то, о чем вы говорите, отсутствие совести или, скажем так, отсутствие несоблюдения общественного договора, это и есть коррупция. И это в нормальном государстве должно быть вот выкорчевано с корнем в первую очередь. Вы никогда не добьетесь ничего. Нигде, ни в экономике, ни в образовании, ни в духовной жизни абсолютно. Если вот это понимание несправедливого вот такого распределения будет положено в основу нашей психологии. Это как бы, делая большую формулу сложную, но ты дважды два, у тебя не 4, а 5, и у тебя вся формула в конце не сойдется. Но у нас же у самих в реальности, мне кажется, вот последние годы очень перевернутая психология. Мы говорим много о совести, о том, какая она должна быть, порядочности и так далее, но в реальности вот людей, которые стараются, допустим, жить вот согласно этим принципам, мы как-то считаем неудачниками. То есть вот если там кто-то свадьбу там делает, и обязательно список людей, которые там он обязательно пригласит, он его как-то, ну вот... Он последний. Да, он в последних рядах и может, да, ну ладно, на нем сократим, ему и не надо. Мы приготовили цитату. Здесь в чем опасность? Вот такая норма жизни, она становится и нравственной нормой со временем, замещая собой настоящие нравственные нормы. Ну да, она стала моралью такой. Она заменила вот ту нормальную мораль, в том числе и абхазскую мораль. Вот эта мораль отсутствующей совести, несправедливого государства, несправедливых отношений. При сохранении формы меняется содержание. Я хочу вам сказать, что такие вещи долгосрочными и перспективными не бывают. Обычно это кончается с выбросом огромного количества энергии, что мы с вами уже неоднократно имели удовольствие, к сожалению, наблюдать, понимаете? Мы приготовили ролик еще один, интервью Фазиля Абдуловича, которое я 12 лет тому назад, по-моему, если не ошибаюсь, брал. Я полагаю, что всех объединить может только совесть. А совесть как высшую ценность определяют все главные религии человечества. Как говорил Толстой, все религии говорят одно и то же. Они все призывают к добру. В политике свой национальный эгоизм чаще всего прикрывают патриотизмом. Они не понимают, что и в другой стране люди любят также свой край и так далее.
Короче говоря, попытку перехитрить друг друга надо отбросить и смело соответствовать голосу собственной совести. Ну, вот то, что говорит классик, он, конечно, говорил не про Абхазию, он всегда говорит такими категориями. Да, универсальными. Я вот в этом году закончил вот фильм про него, я брал интервью и у Андрея Битова, и там у Нарштейна, очень великих и очень мудрых и людей, они с огромным пиететом к нему относятся. То есть вот это, и это радует, что есть еще вот категория людей, есть категория ценностей, для которой Фазиль, это вот он пророк, они вот так вот, он себя в шутку называл, и даже Евангелие написал свое по-чигенски, но он уже давно у них такой в ранге такого нравственного пророка. У него вот еще такая цитата есть, вообще это сейчас трендом стало цитировать Искандера, Facebook полон им, и меня это только радует, потому что это слова, которые все равно откладываются. Тихо, может, начнут вникать. Да, может быть смысл, когда-то мы все поймем и начнем по нему жить. Вот такая цитата. Я видел десятки, а на всю страну их миллионы несчастных людей. Одни несчастны за свои бедности и боязни стать еще беднее. Другие несчастны, потому что разбогатели, но боятся, что не могут усторожить свое богатство. Третьи несчастны от того, что просто не знают, для чего жить. И все вместе несчастны от того, что будущее страшит их хаосом, жестокости и бессмысленности. Вот проблема будущего, мне кажется, она такая, самая главная, такая доминанта, вот, не очень люблю этими терминами пользоваться, вот в нашей ментальности. Особенно это вот, наверное, с Кавказской войны пошло, с махаджирства, и 20 век для нас очень тяжелый был. Вообще, вот, мне кажется, и то, что касается махаджирства и 30-х годов, и потом советского периода, мы не все эти события усвоили как исторический опыт. И может поэтому каждый раз повторяем эти ошибки. Поэтому у нас какая-то цикличность даже бывает вот в национально-освободительном движении. Как вы думаете, вот порассуждаем на эту тему? Ну, что думаешь? Ну, цикличность, она у нас присутствует, и я думаю, всегда грабли какие-то определенные присутствуют, при том, что нам кажется, что мы делаем какие-то шаги вперед. Но очень, мне кажется, иногда бега на месте какого-то. Я вот весь этот там месяц последний, как бы, у меня аналогии вот сплошные там с 2004-2014 год, да, там, очень много как бы одинакового там по эпизодам, да, там может быть менее, конечно, в 2014 там менее драматизировано, но и общество стало слишком уже циничным и как бы не очень-то ждет как бы. Ты думаешь, это от цинизма? Не, ну оно может, от мудрости? Может быть, я неправильно сказал, может не циничным, может более прагматичным стало. Вот, артикулировать. Допустим, в 2004 году многим казалось, там, вне зависимости от того, они там кого где поддерживали, казалось, что вот от этого именно выбора зависит реально там их будущее, там, да, вот конкретно его, там, то есть он там, жизнь его станет намного лучше, вдруг. Сейчас вот такого нет. Сейчас может быть... Может, пока нет? Или еще у нас 2 месяца? Сейчас вот такой уверенности абсолютно нет. Есть вот, и мне даже нравится нынешнее состояние. Мне кажется, есть повод у людей, даже которые активно участвовали в этих событиях, просто сесть и подумать. То есть у них нет вот такой радости или там супер какой-то печали. Вот они просто вот, наверное, многие, я думаю, или мне это так кажется, я вижу, что думают, а что же будет завтра? Самое Каким время, оно будет этим завтра? как раз. И что дальше? Я вот немножко с другой стороны хотел бы подойти. Вот и как-то и цитату Искандера, и вот это вот такую обеспокоенность вообще судьбой человечества, это не только нашей судьбой. Я как-то вот так вот понимаю. Мне кажется, это какой-то вот призыв к развитию, понимаете. Хаос и бессилие наступает тогда, когда мы останавливаемся. Понимаете? Вот этот стоп в развитии, это самая большая угроза вообще нашему виду, и биологически, и социально, и политически, как хотите.
люди, вот, как социум, да, они, естественно, боятся хаоса, потому что это дискомфорт, это отсутствие перспектив для наших детей Риски, и так далее. Да, это риски для государства и прочее. И интуитивно они чувствуют вот эту угрозу хаоса, вот в этом абсолютно бесперспективной и какой-то стагнационной модели вот развития. Мне кажется, что сегодняшний кризис, он был вызван вот страхом этого хаоса в результате остановки в развитии. Понимаете? Страх апатии, наверное. Да, вот и очень хорошо, как хорошо, да, вот абхазы всегда были очень социальным народом, очень активно выражающим свою гражданскую и общественную позицию. В этом отношении вот гражданское общество Абхазии просто это вот зашито в какой-то генокод. Общество отреагировало, и оно дало знать, дало понять, что вот таким образом развиваться в кавычках оно не намерено, что оно боится того хаоса, который может возникнуть в результате остановки. Да, конечно, наверное, есть необходимость сделать какую-то паузу и осмыслить, что будет дальше, по какому пути мы должны идти. Я считаю, что здесь нет никаких альтернатив. Раз эта ситуация не удовлетворила общество во всех отношениях, мы должны придумать, проанализировать и продвинуть новую модель, как социальных отношений, так и управленческих моделей, так и вообще возможно переосмыслить систему вот, как-то сдержек, противовесов в нашем обществе. Сделать это и на законодательном уровне, и, может быть, на моральном уровне. И, на мой взгляд, когда мы ждем, когда мы хотим перемен, эти перемены надо поручать, доверить тем, кто их очень хорошо понимает, кто их чувствует. Это следующему поколению. Насколько мы готовы к реформам, потому что реформа это все-таки непопулярная вещь, требующая больших денежных вложений, кадровых и так далее, и так далее. Вот насколько мы готовы? То есть какие риски вот у того, что ты говоришь? Я думаю, это иллюзии. Что значит непопулярные? Да, если вы будете проводить шоковую терапию по польскому сценарию или там венгерскому сценарию, возможно. Но если административную реформу мы проводим, сокращение аппарата, допустим, у нас огромный в условиях раскола аппарат. общества, вот тебе еще риски. Понимаете, мы должны рассматривать ситуацию с точки зрения общества в целом, а не с точки зрения какого-то его сегмента. Я хочу сказать, что с точки зрения общества в целом, я, например, никаких вот таких вот ни рисков, ни шоковых сценариев не вижу. На мой взгляд, Абхазия не представляет себя никакой там велосипед. Существуют хорошо продуманные, хорошо зарекомендовавшие сценарии развития аналогичных нашим странам территории. Их надо адаптировать к нашей ситуации и применить. Но еще раз я хочу сказать, что это должно сделать следующее поколение управленцев. Человек, который разрушил стену, не может доверить построение нового здания тому, кто построил эту стену и кто управлял чем-то в рамках этой стены. Здесь должен произойти естественная вот, смена поколений людей, которые понимают реальность и понимают современность так, как она есть, а не с позиции старой или, скажем, даже там постсоветской идеологии. Я все равно хочу говорить о рисках. Я хочу сказать, вот картина страны какая сейчас? Экономическая составляющая достаточно туманная. Даже вот, если говорить о казне, возможности реформы, это все-таки деньги. Я согласен, что у нас кадровый потенциал огромный, и в диаспоре он огромный. Самая большая все-таки реформа, это в мозгах людей. Да, но я дальше говорю, вот есть еще раскол в обществе, есть достаточно неблагополучная просто экономическая ситуация. Я вот сегодня там где-то даже из постов читал, то буквально вот какая-то... У нас бывают такие очень плохие волны, накаты, то аварии происходят прямо одна за другой, то суициды и так далее. То есть у нас очень сложная ситуация. То есть, если говорить о почве, о той атмосфере, на фоне которой придется делать реформы, она достаточно сложная. Вот насколько эти риски
сейчас продумано. И потом, конечно, это вопрос такого исторического эгоизма. Мы можем, конечно, протянуть как-то дальше и передать это наследство плохое детям вот, с реформам там, или внукам, если они, конечно, Давать успеют. Нечего. Да, Нет и с другой стороны, вот этот цейтнот времени. То есть, как вот это все соединить? Цейтнот есть, безусловно. Вообще, я считаю, если меня спросите, что у нас, вернее, у той команды, вот, которая вот, кого я озвучу в качестве следующего поколения, которое придет, есть вообще 1 год, от силы 2. Мне кажется, что, в принципе, вот такой вот позитивный сценарий и ресурс для этой реформы, для выхода вот на новую стадию государства, он есть, в том числе и, как я понимаю, вот в экономической сфере. Абхазия, по разным оценкам, на мой взгляд, объективным, обладает колоссальным экономическим потенциалом для того количества людей, той территории, которой мы обладаем. Просто этот потенциал надо развивать в соответствии с какими-то современными и оправдавшими себя моделями. Если мы постоянно будем педалировать тему вот этих дотационных отношений, если мы каждый раз будем стоять с протянутой рукой и всю нашу экономику и социальную сферу строить только исходя из этого, я хочу сказать, что кончится очень плачевно и вплоть до снижения нашего суверенитета. Поэтому должна быть построена перспективная модель развития государства. Четко определены сегменты, которые могут являться локомотивами. Четко определена команда, которая в состоянии потянуть этот проект. Возможно привлечь для этого инвестиции, в том числе и иностранные инвестиции. Но делать расчет не на то, что они будут постоянно датироваться, а в том, что эти области как бы вот встанут на ноги, послужат локомотивом и потащат за собой всю остальную экономику. В таком случае мы просто в течение, на мой взгляд, достаточно короткого срока станем экономически и в том числе, естественно, социально самодостаточным государством. Но это надо сделать. Надо продумать этапы 1, 2, 3. К сожалению, вот на протяжении последних, очень многих лет этого сделано не было. И мы сегодня находимся в состоянии государства абсолютно дотационного, абсолютно без программы. И я боюсь, что одним шагом и на пути к банкротству тоже это должно быть прекращено, это должно быть закончено. У нас есть все возможности, и самое главное – это люди. Тот потенциал, за который платят колоссальные деньги, он у нас есть, в том числе и среди молодежи. Одно дело, как бы программы, которые, конечно же, нужны, но должна быть, наверное, какая-то воля придерживаться этих программ. То есть, по крайней мере, мне кажется, вот здесь, наверное, самая большая проблема, потому что у нас достаточно много там законодательных законов принято всяких, и у меня такое ощущение, что они принимаются, потом откладываются куда-то в стороночку, и сами те, которые принимают, пишут эти законы, они как-то так быстренько... Это фарисейский подход. Да, у нас слишком такой фарисейский подход, и в этом плане, мне кажется, обычные люди, вот обычные там крестьяне, там вот, я не знаю, там люди там, которые там занимаются... Я хотел сказать, горожане, кто в промышленности, у нас ее нет. Да, промышленности, к сожалению, нету, но люди, которые там... Может, к счастью. Да, может быть, но какая-то должна быть все-таки у нас промышленность, может быть, небольшая, но все-таки местная, там, еще что-то. Но вот люди, которые вот заняты каким-то трудом... В реальном секторе экономики. Обычно, да, может, продавщица, которая там зарабатывает 10-15 тысяч в месяц, они иногда, мне кажется, более законопослушными, чем вот люди, которые наделены какими-то особыми полномочиями. Вот я просто так смотрю, иногда даже вот как-то и не надо там просто вот искать, докапываться. Ты видишь, как он ведет себя на улице, там где в каком-то учреждении, как он там врывается, как будто бы там как бы все без очереди. То есть это вот я лет 10 назад, помню, я был на BBC, я просто случай расскажу. То есть и мы с приятелем, он уже 30 лет работал на BBC,
пошли пить кофе. Внизу, там, в большом вестибюле, там, кофейня, и вот мы выстроились, встали в очередь, там, человек 20 стояло в этой очереди, и пока мы стояли в очереди, подходит один мужчина, поздоровался с этим моим приятелем и со мной, и там пошел дальше в очередь. Там, за нами край еще очереди, там да. 10 уже человек стояло в край очереди. И Юрий, звали моего приятеля, он говорит: ты знаешь, кто это? Я говорю: нет, не знаю. И он называет имя, говорит: это вот главное в BBC. И для меня это было так удивительно, то есть огромная мировая корпорация, да, уже где-то 40 человек в этой очереди стоит, и ни один из этих людей как бы не сказал: иди сюда, уважаемый, да. Уже не говоря о том, что секретарша могла принести в мы кабинет тебя мне. сейчас быстренько, да, у тебя там и время, и главное, у него мысли не было никакой там прийти, там, давайте мне там кофе, там, и у меня там время, говорит. У всех Правила время. игры есть, Да, которые да, все это соблюдают. правила игры, это культура, то есть эти люди тоже работают, там, кто-то, у этого может большая работа, у того, который там в очереди, может у кого-то помельче, но это тоже их работа, у них тоже свое время там и так далее, они каждый ценит свое время. И, но вот этого отношения, к сожалению, мне вот кажется, вот этого у нас явно не хватает, вот такой культуры поведения. И вот если мы мы очень много говорим о том, что мы очень совестливая нация и так далее, хотя, мне кажется, мы далеки от этих идеалов, но вот какие-то вещи, которые мы как бы отметаем и говорим: вот это, знаешь, вот этот Дикий Запад, это очень плохо и так далее, но в этом Диком Западе есть такие вещи, которые, мне кажется, чисто абхазские, да, чисто абхазские, которые, да, искандеровские. Я бы так не сказал, честно говоря. Вот мне кажется, то, о чем ты сказал, Инал, вот эта суперкаста, да, которая вот, это какое-то такое совершенно советское наследие, когда была создана система, при которой есть Иерархия вот абсолютно, она вполне вписалась в нашу абхазскую действительность. суперверхняя иерархия, это чиновники, это какой-то партийный там комсомольский аппарат, все остальное как бы снизу. И в моральном плане они чувствовали себя как бы с огромным превосходством, и во всех остальных тоже, понимаете. Я не думаю, что это вообще было присуще абхазской традиционной морали, когда я такого нигде не слышал, не читал, чтобы там князь или дворянин мог чувствовать вот какое-то превосходство над обычным крестьянином. Как раз там, в принципе, равенство, достоинство и вот эта уравновешенность были гораздо более точно выстроены. Вот, в этом плане, конечно, вот просто сменой поколений, конечно, наверное, не обойтись. Нужно законодательство, где чиновники четко знали, во-первых, свою ответственность, четко понимали бы пределы своей компетенции и знали, что их взяли на работу, и они выполняют свою работу и находятся под жестким контролем, в том числе и общество, в том числе и законодательно. Чтобы не получалось так, что, я извиняюсь, избитую фразу вам говорю, что чиновник получает 6 тысяч, ездит там или посылает куда-то, или и прочее, понимаете. Это надо сделать. Эти законы, эти нормы должны быть внедрены в нашу жизнь. А вот кем они будут внедрены? Я вот возвращаюсь опять к исходной теме. Тем людям, которые понимают, что только при таком сценарии возможно эффективное государство. Те, кто вообще понимает принцип работы справедливого, современного государства. А это, на мой взгляд, вот как раз и есть это новое поколение. И меру ответственности за маленькую нацию, находящуюся на таком перекрестке. Эти люди, те, которым сегодня, вот ваши ровесники, там 30, 35, 40, допустим, да, эти люди, которые получили, 45, да, уже другое образование. Они выросли в совершенно другой стране. Они выросли в Абхазии независимой, суверенной и свободной. Они мыслят категориями государственными. Вот много критикуют нашу молодежь, но я хочу сказать, что степень их государственности, их мышления в разы превышает аналогичные вот ментальные показатели, в том числе и моего поколения. Эти люди знают, к чему стремиться, знают, какой механизм будет эффективно работать. Я с огромным удовольствием доверил бы им реализацию этого механизма. Не знаю, у меня очень большие такие вот надежды. Оптимист, оптимист. Нет, это
оптимисты как информируют. Я просто исхожу и из их социальной активности тоже, понимаешь. Они не безразличные. А это самое главное. Этим ты ничем не купишь, это никак ты туда не сыграешь, в голову не засунешь, понимаешь. Они болеют и переживают. Это самое важное. И при этом, если они обладают и образованием, и желанием что-то менять, я думаю, нас могут ждать хорошие времена. Но они выросли, дыша свободно, в свободной стране. Это очень важно. Фазиль Абдулович, последние книги, которые... Совсем мы забыли Фазиля Абдуловича. Возвращаясь к нему, возвращаемся, конечно. Вот последние книги, которые издают последний год, он выходит под рубрикой классики мировой литературы. Но мы его вспомнили, я хотел немного опять вернуться в нашу реальность. Вот, Инал сегодня опубликовал очередной свой блог. Наверное, после небольшой паузы мы поговорим о нем, если не против. Я полагаю, что... А можно еще стаканчик? Или это не получится? Твой блог называется, Инал, либо президент, либо пахан. Но я не буду его много цитировать, тем более на фоне Фазиля Абдуловича, но вот есть цитаты, которые я хочу... Как-то, в принципе, слишком неуместно. Да, но это очень важная тема, и которая ее активно обсуждают и в соцсетях, и я думаю... Ты сказал это слово в прямом эфире? Да. Какое слово? Я пошутил. Вот такая фраза. Действительно, никому не хочется, чтобы процесс смещения руководителя государства с этого момента был поставлен на поток. Но мне абсолютно непонятен пафос Тинани по поводу, в кавычки, отрешенного от власти гаранта Конституции. Как вы, вот, эта проблема существует, ее все обсуждают, вот, и она может стать таким краеугольным камнем раскола, намечающим, предвыборной гонки, ну, по крайней мере, риски такие есть. Как мы вот вышли из этой ситуации, тем более очень часто нас сравнивали с Украиной, где тоже произошло смещение руководителей государства, прошли выборы, президента которого признали все, собственно говоря, и Америка, и Россия, то есть даже два крайних лагеря. У нас не будет этой проблемы, или насколько она вот сейчас вот актуальна и может иметь последствия, и юридические, и такие ментальные, и так далее, и так далее. Знаете, я все-таки, коль речь зашла о Конституции, я говорил о том, мне действительно такой момент смены власти не нравится, и я думаю, даже и те, которые участвовали в этом, им тоже это не нравится. Речь в другом, в том, что наше отношение к Конституции, оно не должно актуализироваться именно в этот момент. Наше отношение к Конституции должно актуализироваться, быть актуальным каждый день. Невыборочно. Невыборочно. То есть мы, допустим, мы действительно сместили президента Анклав. Но я не считаю, что это сместили гаранта Конституции, потому что то, что было у нас, руководитель страны, он абсолютно никак ничего не гарантировал. То есть он не гарантировал там прав, свобод, вот этих вот всего того, что принципа разделения властей, которые очень много чего там правильного в этой Конституции прописано было. Ничего этого, собственно говоря, это ни один президент у нас в реальности не гарантировал. Но сейчас у нас это так до абсолюта было доведено, что с каждым разом у нас становилось это не президент, это уже самодержец и так далее, потом уже перерастало в какой-то, я не знаю, там... Насколько это инструментарием может стать смены власти? Я думаю, вот сейчас, да, сейчас есть, конечно, тревожная опасность, то, что вот есть создан прецедент, и в следующий раз там может идти какая-то, опять возникнуть какая-то буча, опять скинут кого-то. Но я думаю, если здесь, в принципе, такой чисто философский, наверное, выбор, принципиальный, который стоит перед обществом. Мы в реальности всегда на президентских выборах мы голосовали, голосовали за президента, да, за того или иную кандидатуру. Но в реальности мы честно себе даем
как бы должны признаться, что мы не президента выбирали. Мы в реальности выбирали нечто такое более какое-то могучее, там, я не знаю, по своим полномочиям, персону, там, самодержца, самодержца и так далее и тому подобное. То есть он никак не вписывался вот в ту конституцию, которую мы имеем, в те выборы, когда мы выбираем. То есть вот до тех пор, наверное, и сейчас, наверное, вот это как-то лопнуло. Раньше до этого было как-то пхачароб, может быть, или каждый пристраивался к этому как мог. Кто-то протестовал, кто-то там пользовался, кто-то как бы лишь бы все было так спокойно, ничего как бы без каких-то потрясений. Самое главное, вот это все как-то в эту стабильность ударяли. Но для меня, в принципе, я вот сейчас смотрю, думаю, вот выход какой у нас, вот, да, что нас может как бы, что может гарантировать, допустим, чтобы у нас не было каких-то потрясений. Вот сейчас мы будем выбирать в конце августа, 24 августа президента. И мне кажется, если вот мы будем в бюллетень бросаем, да, то есть мы бросаем этот бюллетень в урну и там зачеркиваем кого-то или отмечаем, да, и мы хотим действительно там выбираем президента. То есть я когда бросил эту урну, я решил, действительно я буду выбирать именно президента. Если мы выберем президента, и тот человек, на котором этот выбор остановится, он будет реально, вот как вот в этой конституции прописано, президентом, то я думаю, каких-то либо потрясений не будет. Но если он вдруг решит, что он как бы посланец Божий, там, с особыми какими-то полномочиями, что он все ветви власти подминает под себя, что он вот как бы знает, что такое добро, и только он единственно знает, что такое добро, что такое зло, кому кинуть миллиончик, а кого на голодный паек посадить, то в этой стране будет бардак. То есть мы эту уже ступень прошли, то есть вот когда лишь бы там досидеть, там дайте ему досидеть, мы это уже прошли, и теперь каждый президент просто должен знать, что вот либо он будет президентом, либо он паханом, но вот паханат, вот этот принцип, да, управления страной, он не гарантирован. То есть он может обернуться, придут до эти. Несколько однобокие, когда мы бросаем бюллетень, мы должны тоже чувствовать ответственность за этот выбор тоже. Это раз. И еще один момент я хотел сказать, надо все-таки отдать должное ему, что он сам потом подал в отставку и, собственно говоря, снял достаточно большой... Это да, но мы сами создали эту систему. Вот как раз основная беда даже не в самих президентах была. Основная беда была в самом обществе, которое, отдав свой голос, считало дело сделано. Все. Оно умывало руки, оно как бы все свои проблемы отдавало депутату дадим, тоже скажем, президенту и так далее. И все было как бы тип-топ. А потом мы удивляемся, откуда возникает столько проблем. Но сейчас мы, наверное, все-таки должны выйти на какую-то формулу, как бы, что власть, она должна быть так или иначе подотчетной. И вот это отсутствие вот этой подотчетности, она приводит к катаклизму. Уже будет приводить к катаклизму. Вот там был такой эпизод во время этих непростых дней, когда группа молодежи хотела там надпись оставить. Я просто сказал, не надо делать, это там некультурно и так далее. Но они мне все равно сказали, что они там хотели написать. Хотели написать следующее. Господин следующий президент, мы вернемся. Прислушивайтесь к народу, соблюдайте Конституцию, а то мы вернемся. Но это, конечно, может быть, такая шутка была. Да, но в продолжение твоей мысли, безусловно, выбирая высшего чиновника в государстве, мы должны четко понять этому высшему чиновнику, что он взят на работу для того, чтобы блюсти интересы народа и государства, заботиться о нем, родить, продвигать всяческими возможными способами, а не устраивать здесь авторитарного режима, который вообще в принципе невозможен без разделения общества. То есть вот мы имеем два в одном сразу, понимаете. Что касается вот событий, которые происходили, и их связи с Конституцией, я хочу сказать следующее. Я считаю, что Конституция – это такой общественный акт, такое соглашение, который двигает людей к гармонии, к счастью, к безопасности.
И в этом контексте я хочу сказать, что все это стремление к счастью, свободе, справедливости было настолько подавлено, находилось в настолько вот удручающем положении, что те события, которые произошли, я бы назвал не антиконституционными, а конституционными действиями. Действиями по защите Конституции, действиями по защите нашего будущего. Конечно, и это неприятно. И, конечно, это, не знаю, это тяжелые дни. Форс-мажор, можно сказать. Да, для всех. И для индивидуальных участников этого процесса, и государства. Это встряска. Это стресс, которого просто так, конечно, не проходит и не пройдет. Поэтому в будущем вот для новой власти, для новой администрации мы должны дать четкий посыл, и не просто посыл, мы должны прописать законодательно, и мы должны подписать общественный договор, на основании которого это будет четко и однозначно принято. Мы должны оградить себя от возможных злоупотреблений властью, от возможных толкований наших прав, собственных прав и так далее, и так далее. Я не знаю, может быть, следующий президент будет высоконравственной личностью, возможно. Но никто мне не гарантирует, что через раз и через два опять не придет человек вот с такими вот волюнтаристскими наклонностями. И я хочу, и этого хотят все, чтобы он был законодательно ограничен вот в этих своих поползновениях. Поэтому, безусловно... Свита делает все-таки, свита, законы и так далее. Это я скажу. Поэтому, безусловно, будет принят ряд законодательных актов, в том числе и конституционных, которые перераспределят вот эти вот точки опоры в нашем государстве, сделать их более безопасными. Когда будет принят? Вот многие спрашивают. Ну, мы планируем следующее. Во-первых, созданы комиссии парламентские, рабочие группы, они очень активно работают. Вот прямо сегодня на мой рабочий стол положили 2 законопроекта, которые касаются как конституционной реформы в целом, так и выборного законодательства в отдельности. Ну, в частности, мы работаем также и над нетконституционным законом, закон о телевидении и так далее, и так далее. Вот, конечно, в силу нашего регламента, возможно, мы не успеем это сделать до новых президентских выборов, но мы сделаем так, что когда они будут приняты законы и будут подписаны президентом, естественно, они с этого момента вступят в силу и уже будут действовать на вот эту текущую действующую власть. И последнее, что я хочу сказать вот по поводу команды. Гарантии законодательные, вот, ограничивающие власть в своих движениях, это, конечно, хорошо, но должны быть гарантии и командные. Знаете. Всегда один человек, когда он очень долго находится у власти, ну так устроена психология, он рано или поздно начинает верить в правильность, непогрешимость своих, начинает курить фимиам и так далее. Атмосфера вокруг него. Человек слаб, и он начинает, я извиняюсь, здесь вот под это прогибаться. Чтобы таких дел не было, должна быть команда, которая должна держать его в этой рамке. Команда, которая будет пользоваться большими полномочиями, которая будет действительно состоять из новых людей, из профессионалов, из патриотов в хорошем, в позитивном смысле этого слова. Если такая конфигурация будет, если будет человек честный, порядочный, если у него будет команда профессионалов и людей, стремящихся двигать Абхазию вперед, я думаю, в этом случае мы сможем достигнуть и того общественного договора, который позволит нам избежать дальнейшего раскола. Согласия, на котором этот договор может действовать. Это может послужить базисом, опорой для консолидации общества. Того, чем мы всегда были сильны. И того, с чем мы выиграли войну. Того, с чем мы построили это государство. Это трудные времена. Наверное, их надо было пройти. Я не знаю, это может быть... что такое свыше. Я не сомневаюсь, что мы это пройдем с достоинством. Я не сомневаюсь, что мы объединим общество. И я не сомневаюсь, что нашу молодежь ждет современное, самодостаточное, такое вот очень хорошее государство. Мне подсказывает из режиссерской, сегодня там Валерий Куравского, кстати. И возвращаясь к Фазилю Абдуловичу, да, я хочу зачитать выдающуюся цитату. Цитату сказать. Одна из любимых моих цитат. Сюжет существования важнее всяких экономических законов. Вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования. Если вкладчики перестают верить в сюжет существования банка, банк лопается.
А если граждане страны не улавливают сюжет существования государства, оно разваливается. Дайте сюжет, дайте сюжет. И я не знаю, очень, по-моему, точку поставил достаточно интересную и законченную Ахра. Не знаю, если есть чем закончить. А нет, мы тогда, пользуясь случаем, я решил сделать еще такую нарезку из фильма про Фазиля Абдуловича, который построен, собственно говоря, на сюжете его эссе. Который дал нам сегодня тему для размышлений. Да, спасибо большое, что был у нас. Спасибо Мы вам. посмотрим. Спасибо. И на этом, наверное, все. До свидания. Бог сидит на небесном камне и время от времени поглядывает вниз на землю, как пастух на свое стадо. Рядом стоит дьявол. Он очень подвижен. «Ну смотри, смотри, что получилось из твоего возлюбленного человечества», — насмешливо сказал дьявол Богу. «Все копошатся. Но ведь ты не можешь отрицать, что было величие замысла». Вздохнув, отвечает Бог. «Во всяком замысле главное — точность», — ехидно заметил дьявол. «Величие замысла — оправдание неудачников». «А почему ты радуешься?» — спросил Бог. «Люди в меня в самом деле недостаточно верят. Но и в тебя мало кто верит». «Тут-то ты и попался», — обрадовался дьявол. «Я сам ни во что не верю, и люди, даже те, что в меня не верят, в сущности следуют моей вере». «Логично, но противно», — сказал Бог. «Истина должна быть красивой, иначе она не истина». «Вот ты Бог», — продолжал дьявол. «Ты ни в чем не сомневаешься, а люди полны сомнений. Страшно далеки вы друг от друга». «Я сомневаюсь больше всех», — сказал Бог. «В чем ты сомневаешься?» — удивился дьявол. «Я пока не уверен. Слишком рано или слишком поздно я послал на помощь людям своего сына. Или все-таки вовремя? Если не вовремя, значит, я способствовал напрасной гибели своего сына. Об этом думать невыносимо. Кто же развеет сомнения Бога?» — вкратчиво спросил дьявол. «Только люди. Я на них надеюсь», — вздохнул Бог. «Больше мне не на кого надеяться». «Значит, ты нуждаешься в людях?» «Да». «А они нуждаются в тебе?» «Очень». «Тогда какая между вами разница?» «Я твердо знаю, что нуждаюсь в них, чтобы оправдать свой замысел и не быть виновным в гибели сына. А они еще не уверены, что нуждаются во мне. Слишком многие не уверены. Вот в чем разница. Надо ждать, 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 пока они все не уверятся, что нуждаются во мне».